Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Ночь Ми'радж, благословенная ночь, благословенный день. В этот день Аллах Тааля даровал очень много благ пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, и каждому из нас. А как провести эту ночь? Многие задаются этим вопросом, и мы постараемся в этом видео ответить на этот вопрос. Во-первых, в эту ночь было дано очень большое благо. Каждому из нас Аллах Тааля даровал пятикратную молитву. Молитва, как говорил пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, «Ас-салату ми'раджуль му'мин». Поистине молитва, намаз – это наше общение со Всевышним Аллаха Тааля. Возможно, в наших молитвах где-то были недостатки, ошибки. В эту ночь очень благословенным считается возмещать непрочитанные молитвы. Я помню, когда был маленьким, мы пришли в мечеть, и пришел один дедушка. Он был пожилой и очень набожный. Он пришел и каждому из детей, которые присутствовали в мечети, раздал по конфетке. Мы все так обрадовались, и некоторые из нас подошли и спросили: а в чем причина этой радости? Почему вы нам подарили по конфете? Этот дедушка, которому было за 80 лет, он сказал: сегодня я расплатился самым главным своим долгом, и поэтому я радуюсь. И решил поделиться этой радостью, сказал он. Нам стало интересно, а что за долг такой? Что же за такой самый важный, самый главный и самый тяжелый для этого дедушки долг, который его так обрадовал, что он смог расплатиться с этим долгом? Он ответил, что он начал читать намаз уже в возрасте, и его сердце постоянно беспокоилось. А как же поступить с теми молитвами, которые я не прочитал, которые остались в забвении? И он потихоньку начал возмещать за те года, когда он еще был далек от религии. И в этот прекрасный день он дочитал за все те года, которые он не читал молитву. То есть он расплатился со своим долгом. Молитва – это долг перед Всевышним. Молитва – это благодарность Всевышнему за все то, чем Он нас наделил. И вот этот дедушка настолько обрадовался, что он решил поделиться этой радостью, что он смог расплатиться. И дай Аллаха Тааля, чтобы его молитвы были приняты, чтобы они были прочитанными в искреннем состоянии. Состояние, когда человек искренне обращается ко Всевышнему, когда он читает и мыслями, и языком, и сердцем находится перед Всевышним Аллаха Тааля. Также в эту ночь желательно читать истигфар, то есть просить прощения у Всевышнего Аллаха Тааля за осознанно или неосознанно совершенные грехи и прегрешения, ошибки. Поистине грехи, они уменьшают баракат Всевышнего. И Аллах Тааля в Коране говорит: если вы покаетесь и поблагодарите Всевышнего, то Аллах Тааля увеличит благость, увеличит ваше пропитание. В эту ночь также очень благостным является читать салаваты пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям. Самый простой, самый минимальный салават – Аллахумма салли аля Мухаммад. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном из своих изречений говорит: «Ман салля алейя ашаран» – тот, кто 10 раз прочитает мне салават, то есть упомянет меня в своих молитвах, Аллах Тааля сам 10-кратно возвратит ему своей благодатью и милостью. Пусть Аллах Тааля удостоит каждого из нас почаще вспоминать пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, нашими салаватами. Также в эту ночь очень благостным считается читать зикры, вспоминать Всевышнего Аллаха Тааля. Поистине вспоминание Всевышнего, упоминание Всевышнего наилучшим образом успокаивает наши сердца. Аллах Тааля в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, аля би зикриллахи татмаинналь кулуб». Поистине искренним, открытым
упоминанием Всевышнего Аллаха Тааля успокаиваются, умиротворяются сердца. Пусть Аллах Тааля удостоит нас, каждого из нас, почаще вспоминать Всевышнего, чтобы наши вспоминания, наши зикры были как на языке, так и в наших сердцах. Пусть Аллах Тааля удостоит нас этой чести. Также в эту ночь очень благословенным считается чтение Корана. Коран — это советы Всевышнего Аллаха Тааля. Коран, он полон мудрости. И мудрость Корана, она актуальна на каждый день. Если мы читаем Коран, уделяем время чтению Корана, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, наши сердца, они успокаиваются, очищаются чтением Корана, и мы получаем несметные богатства, духовные богатства. Также в хадисе говорится, тот, кто прочитает Коран, и при чтении за каждую букву он будет получать вознаграждение от Всевышнего Аллаха Тааля. Поэтому не упустите эту возможность. Эту ночь, Ми'радж, заполните молитвами, вспоминаниями Всевышнего, салаватами пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, очищением от греха и чтением Корана. Пусть Аллах Тааля сделает эту ночь благостной, и благость этой ночи, чтобы нас радовало как в этом мире, так и в следующем. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.